И сегодня день Пятидесятницы. Слава Господу. Знаете, Бог в Израиле установил праздники. И есть 7 праздников, но 3 основных праздника. Да? Это какой самый главный праздник у нас, например? Пасха. Да? Пасха. Через 50 дней после Пасхи наступает день Пятидесятницы. Сегодня день Пятидесятницы. 50 дней назад была Пасха, мы отмечали Пасху. Но потом идет Пятидесятница, а потом праздник Кущей, оно еще называется. И, знаете, всякий праздник, он есть праздник. Аминь. У вас бывают праздники? День рождения бывает? Бывает. Мы любим день рождения. И на празднике всегда народ празднует и радуется. Аминь. И когда ты приглашаешь людей на праздник, ты накрываешь стол, да? Ты готовишь еду, и люди, твои друзья, приходят и радуются. Аминь. Смысл праздников в радости. Аминь. И Господь установил праздники, чтобы мы радовались и наслаждались им. Аминь. Смысл праздников в этом. Бог как бы говорит: радуйтесь, наслаждайтесь мною. Аминь. Бог, Он по большому счету, как в притчах Иисус говорил, да? Один богатый человек, он всех позвал на пир. Придите, радуйтесь вместе со мною. И кто-то начал там всякие причины, я не смогу, я сегодня там лошадей что-то делаю, не смогу. Ну тогда царь там рассердился и сказал: тогда зовите всех, кто там вообще там, где-то там, по переулкам, найдите всех, лишь бы мой стол был наполнен. Вот то же самое в наши дни. Господь говорит: приходите, приходите, радуйтесь вместе со мной, пируйте вместе со мной, наслаждайтесь мною. Знаете, Бог больше всего хочет, чтобы мы наслаждались им. Не то, чтобы трудились для Него. Труд это потом, в одном из последних моментов, когда ты уже служишь Господу. Но в первую очередь ты должен радоваться, наслаждаться Господом, пировать с Ним. И тогда ты будешь наполнен Господом. Аминь. Ты будешь просто, из тебя будет течь. И сегодня первая вот эта песня мне так понравилась. Она как-то, вот этот огонь, да? Огонь, он жаждет, он зажигает внутри меня. И когда вот этот огонь зажигается, ты уже начинаешь там радоваться, веселиться, и ты начинаешь даже служить. Аминь. Огонь, который внутри тебя, он будет тебя подталкивать. И знаете, мы были в Амге недавно, и я говорил им: подбрасывайте топливо в котел, что ли, да, своего духа. Аминь. Подбрасывайте. И тогда ты будешь гореть. И когда ты будешь гореть, ты уже не будешь сидеть пассивно и равнодушно. Ты начнешь что-то делать, ты начнешь что-то говорить. Аминь. Огонь, он будет сжечь тебя изнутри. И в притчах написано, что невозможно взять огонь за пазуху и не обжечься. Аминь. Внутри у вас есть огонь. Огонь Духа Святого. Аминь. И этот огонь тебя давай. Аминь. И ты начинаешь действовать. Но не пытайся удерживать это. Слава Господу. Давайте откроем местописание Второзаконие, 16 глава, 16 стих. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться перед лицо Господа Бога твоего на место, которое Он изберет. В праздник опресноков, и знаете, был праздник опресноков, 7 дней они должны были есть пресный хлеб, и потом они должны были заколоть агнца, и это был праздник Пасхи. Это, как один праздник получается. Праздник опресноков, праздник седмиц, и Бог сказал, что после этого отмерьте 7 седмиц, это 49 дней пусть отмерится, и тогда будет праздник Пятидесятницы. И другое название – это праздник седмиц. Знаете, праздник Пятидесятницы разные названия имеет. Троица, да? Троица. Мы обычно говорим Пятидесятница. И по-библейски это праздник седмиц. Аминь. И в праздник Кущей.
И никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками. Итак, смотрите, 3 основных праздника, там, где весь народ, он должен был собираться, весь мужеский пол, и они должны были радоваться, веселиться, вместе есть, вместе общаться, вместе радоваться. Аминь. И смысл праздников в этом, чтобы мы в Боге нашли вот это общение, чтобы мы в Боге нашли радость, наслаждение. Скажите наслаждение. Знаете, может быть, для религиозного твоего ума это как для некоторых может даже показаться, это что-то такое вообще. Как это Бог должен что-то вот это вот, мы же должны свято служить Ему. Какое наслаждение! Ну, твои мозги религиозные, может быть, взрываются, но никак, вот так вот. Аминь. Это Господь так установил. Знаете, какой-то я фильм видел, я уже название не помню, и там как бы военные, и как-то были боевые действия, что ли, и тогда командир сказал, все, сейчас приказ, вы должны отдыхать, и вы должны активно отдыхать, как бы, да, и вы должны радоваться, и как бы вот, ну, проводить время вот в отдыхе. Это приказ. И то же самое, знаете, в Боге тоже можно сказать. Приказ, чтобы вы отдыхали, чтобы вы наслаждались Господом, чтобы вы имели радость. Аминь. Вот тогда ты будешь эффективным свидетелем Иисуса Христа. Знаете, я когда пришел, знаете, вот когда я пришел к Богу, Бог активно вошел в мою жизнь, и я так думаю, что ничего от меня особого не требовалось, я просто лишь поверил, я засвидетельствовал, и моя жизнь поменялась, и вдруг я начал как-то отбрасывать Господа, что ли, отбрасывать Господа, Господь, давай я буду сам, как бы, я служу Тебе, и все в этом. И откуда такие мысли появляются? Знаете, это наша природная, ветхая природа на самом деле. Ветхая природа, она хочет сама себя спасать. Она хочет показать свое как бы рвение, что ли. Но Бог говорит, ну ладно, давай, ладно. Давай, хочешь, служи. Но так долго не будет продолжаться. Ты просто устанешь. И есть такое понятие выгорание. Выгорание в служении, выгорание. Если это происходит, то лучше разобраться. Разберись с Богом. Я думаю, ты просто отошел от наслаждения Господом. Я себя постоянно тестирую, я говорю, так, что-то я засуетился, так, что-то не то. Говорю, Господь, прости меня, я засуетился, я решил служить своей силой. Говорю, нет, Господь, все, я отдыхаю в Тебе, я наслаждаюсь Тобой. Аминь. Итак, смысл праздников – радость, отдых, наслаждение, общение с Господом. Причем это ты не в своей, не без Бога. Ты это делаешь в Боге, ты радуешься в Боге. Слава Господу! Аллилуйя! Если ты будешь наслаждаться, то, вот знаете, часто подходит, я постоянно раздражаюсь. Вот, Господь, помоги мне не раздражаться. Да? У вас есть такое? Поднимите руки. Никто не поднимает. Я удивляюсь, вы святые, я один здесь грешный. Есть это. Знаете, это во плоти нашей все это есть. Наслаждайся Господом. Все будет хорошо. Ты удивишься самому себе. Ты берешь слово, и ты говоришь, Господь, Ты ведешь меня к водам тихим. Господь, Ты моя радость, да? Ты моя крепость, и Ты наслаждаешься Господом. Эти слова тебя утешают. И даже не то, что утешают, они оживают внутри тебя. И тогда ты наслаждаешься Господом, ты радуешься Ему. И ты не пытаешься что-то делать. Ты просто наполняешься Богом.
Остальное все. Ты делаешь самое главное. Самую главную суть вообще жизни христианской. Ты, Господь твоя радость. Господь моя радость, да? Аминь. Господь моя сила. Господь моя крепость. Он все для меня. Скажите, Он все для меня. Все. Он твоя радость, Он твоя сила, Он твое исцеление, Он твое благословение. И тогда пункт номер 1 ты сам прошел. Все остальное, оно второстепенное, и, естественно, все будет вытекать из первого пункта. Если нет первого пункта, все, это будет религия. Все остальное – религия. Если ты не любишь Господа, если ты не общаешься с Ним, не наслаждаешься им, все остальное – религиозное, христианское, традициональная жизнь. Знаете, можно сказать, театр. Но мы не создаем театр. Аминь. Я не хочу никакого театра. Играть в христианскую жизнь. Для меня самое главное – Господь Бог. Все остальное, да, прилагается. Аминь. И поэтому Иисус говорил, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, все остальное прилагается вам. Слава Господу. Давайте посмотрим, почитаем День Пятидесятницы, да? И, как я говорил, 50-й день. Откроем Деяния 2 главу. Прочитаем Деяния 2 глава с 1 стиха. У меня электронная Библия. У кого нет электронной Библии, у вас Библии нет, вы можете скачать электронную Библию и иметь ее везде. Очень удобно. Бывают моменты, когда ты где-то там сидишь, и какие-то дела происходят, и там у очереди стоишь, оп, начинаешь читать. Аминь. Первую книгу, то есть вторая. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственного наречия, в котором родились? И там они удивлялись, они как бы услышали свои наречия. Много было там разных народностей. И они удивились. Дух Святой сошел, и ученики начали говорить на иных языках. И знаете, свидетельство того, что ты крещен Духом Святым, иные языки. Угу. И тогда Павел, то есть Петр встал и начал проповедовать. Знаете, мы до этого мы видим Петра, он как бы такой, он иногда боялся, там, он предал Иисуса Христа там 3 раза. И вдруг, знаете, я вижу совсем другой Петр здесь. Он встал там смело, начал проповедовать. И в тот день, давайте 41 стих посмотрим, да? 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Мощная, знаете, можно сказать, что в этот день образовалась церковь, уже такое на физическом уровне. Я верю, церковь образовалась тогда, когда духовно, она образовалась тогда, когда римский воин, он проткнул копьем бок Иисуса, и полилась вода и кровь. В этот момент, я верю, духовно родилась церковь. Но физически она проявилась через 50 дней, когда 3000 человек вдруг резко спаслись. Знаете, вдруг появилась церковь в 3000 человек. Представляете, апостол, что же делать с этим народом?
толпа народу. Все, в первую очередь, вы должны креститься. И они в тот же день, они были крещены, прошли водное крещение, и потом написано, что они пребывали в общении, преломлении, да, в молитвах, ну и в учении. Там 5 видов служения. Аллилуйя. Слава Господу. Смотрите, чудесное просто, вот день Пятидесятницы. Дух Святой, третья личность Троицы сошла на эту землю. И там в одном месте было написано, что Духа тогда еще не было, но потому что Иисус не был прославлен. Но когда Иисус, Он прославился, то есть когда Он воскрес, то Дух Святой сошел. И вообще, запомните, 5 великих, даже не почитал я, свершений Бога вообще. Первое великое свершение. Бог, Он воплотился. Это когда Иисус Христос, Он родился на эту землю. Второе великое свершение. Он прожил человеческую жизнь. И Он что? Умер. Это второе великое свершение, которое мы должны просто, как на зубок. Первое, то, что Он воплотился, и мы празднуем Рождество. Второе великое свершение, то, что Он умер на кресте. Благодаря смерти Иисуса Христа все наши грехи, они прощены. И проблема греха, она была решена. Третье великое свершение, Он воскрес. Скажите, Он воскрес. Это, никто не воскрешал, только Иисус Христос, наш Господь, Он воскрес. Ни Мухаммед, ни другие там религии, никто там не воскрес. Но Иисус, Он воскрес из мертвых. Тем самым Бог, Отец, Он принял эту жертву. Если бы Иисус не воскрес, то можно было сказать, так, Отец, какая-то проблема, Иисус какой-то неполноценная жертва. Где-то витает там грех там или что ли есть. Поэтому Бог Отец не принял. Но Отец, Он принял эту жертву. Аминь. Поэтому Он воскрес. То есть тем самым как бы печать, что жертва принята. Жертва принята. Четвертое великое свершение. Иисус, Он воскрес, и что? Он был вознесен. Он вознесся на небо. И пятое великое свершение, можно сказать, Он сошел. Он сошел. Дух Святой сошел. Слава Господу. Слава Богу. И теперь мы живем вот просто в самое чудесное время. Это время благодати Божией, когда Дух Святой, Он на земле, Он двигается постоянно везде. Он в твоих снах, Он в твоих духовных дарах, Он двигается в пророчестве, Он производит чудеса исцеления, Он производит еще различного рода чудеса. И смотришь там в Ютубе, сколько там чудес происходит вообще. Бог двигается. Дух Святой двигается, и люди спасаются. И сейчас мы живем в веру благодати Божией, но я верю, что скоро эта эра уже скоро закончится, и придет наш Господь Иисус, и начнется новая эра. Тысячелетнее царство, да? Тысячелетнее царство. Аллилуйя. Смотрите, вот этот праздник, День Пятидесятницы, по-другому еще праздник жатвы. Когда Иисус, Он называется праздник жатвы, когда Иисус, Он умер на кресте и воскрес через 3 дня, да? Это было первое семя, скажем так, да? Первое семя. И тогда там они праздновали праздник начатков. Сразу после праздника Пасхи они праздновали праздник начатков. И это духовный смысл какой, что Иисус, Он как начаток. Он как начаток. Это вот первый маленький урожай, что ли, да, начаток. Но через 50 дней они праздновали праздник жатвы. И эта жатва есть Дух Святой. Знаете, Иисус как семя, Он был посеян, и Он как Он первенец. И через 50 дней
был праздник урожая, который указывает на Духа Святого, который есть как жатва для всех нас. И не только Дух Святой, но и спаслось в тот день 3000 человек. 3120 человек, потому что там были ученики, 120 учеников было. Сразу мощный урожай такой. Первая жатва. Первая жатва. Аллилуйя. Давайте посмотрим, смотрите. Этот богатый урожай – это всеобъемлющий Дух Святой. Урожай, который первый урожай. Всеобъемлющий Дух Святой. Откроем Галата 3 глава, 14 стих. Я хочу чуть-чуть, как бы тут отрывочно. Лучше сейчас посмотрим. Галата 3 глава. Вот с 13 стиха. Ничего страшного. 13 стих я вам почитаю. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Иисуса, Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, благословение Авраама. Что есть благословение Авраама? Дайте ответ. Ответ в этом стихе. Благословение Авраамова. Дух Святой. Смотрите, благословение Аврааму через Иисуса Христа распространилось, дабы нам получить обещанного Духа верою. Представляете, можно сказать, благословение Авраама – это вот финансовое там преуспевание. Это да, благословение Авраамова, но оно ни с чем не сравнится. Или исцеление, или там еще какое-то там благословение, да? Но оно ни с чем не сравнится, чем Дух Святой. Представляете? Дух Святой, вот она была. Нам всем Бог дал Духа Святого. Аллилуйя. И это есть самое главное благословение Авраамова. Аминь. Как чудесно, да? Дух Святой, Он дарован нам, как благословение Авраамова, дабы мы, язычники, верою получили вот это обещание, благословение Авраамова. Верою. Итак, смотрите, если бы не было смерти, знаете, Бог, Он очень последовательный. Если нету смерти, нету воскресения. Если нету воскресения, нету и Пятидесятницы нету. Поэтому все это идет, если нету Пятидесятницы, то не будет и окончательной жатвы. Бог очень последователен. Пятидесятница, она возникла из-за того, что Иисус, Он воскрес. Аминь. И из-за того, что Он и воскрес, мы празднуем праздник Пятидесятницы, Духа Святого. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь смотрите. Мы имеем два великих переживания, когда мы пришли к Господу. Первое переживание, когда мы родились свыше. Аминь. Когда я родился свыше, это было осенью, и я, может, даже и не понял, что я родился свыше. Я просто помолился. Но я тут же ощутил что жизнь моя поменялась, что-то новое появилось внутри меня. И жизнь как-то меняется, что-то интересное происходит. Я даже не осознал, меня никто не учил. И потом я пришел в церковь, в общем, да? И потом было крещение Духом Святым. Это было уже зимой. И было большое собрание. Может, кто-то был на этом собрании? Интересно. И были там проповедники известные. И они сказали: давайте мы сейчас все вместе будем молиться о крещении Духом Святым. И тогда они сказали: давайте сейчас. Сегодня мы тоже, кстати,
те, кто не крещен Духом Святым, мы хотим, чтобы вы были крещены Духом Святым. И там все люди подняли руки и сказали, давайте повторяйте за нами. Господь, мы верим в Тебя, мы принимаем Тебя, войди в нас, сойди на нас, Дух Святой. И мы попросили Бога. И они начали, знаете, солидные люди в костюмах там, начали на иных языках. Я как начал там смеяться, думаю, что такое-то, что вообще происходит? Я начал смеяться там, и одновременно, верою начал говорить на иных языках. И действительно какие-то языки начали подниматься изнутри меня. И я наполнился Духом Святым. Радовались мы там. И, знаете, собрание закончилось, и я пешком. Это было вообще зимой, в декабре, по-моему, самые холода. 50 градусов, кажется, там было. И это было в Епу-2. И я оттуда пешком. Знаете, мне до того жарко было, что я вот так нараспашку. Чуть ли не огонь выходил. Буквально как будто физически, как будто знаете, огонь из меня выходил. И я иными языками до 202-го микрорайона пешком вот так иду, и даже не замерз вообще. И я домой пришел к своим сестрам, а сестры мои тоже тоже только спаслись, но они решили не ходить на это собрание, а я пошел. Я говорю, я крестился Духом Святым. А что это такое? Что это такое? Это когда ты на иных языках говоришь. Ну-ка, скажи-ка. И я там начал. И они так слушают, наверное. Слушай, точно какой-то язык. Точно. Понимаете, это когда сходит... Смотрите, первое, когда ты рождаешься свыше, ты получаешь божественную жизнь внутрь себя. Это что-то тихое, это как веяние тихого ветра. Это божественное семя поселяется внутри тебя, и ты рождаешься свыше. И это, может быть, не так драматично, что ли. Многие даже не замечают даже этого. Но когда сходит Дух Святой, это что-то внутреннее, первое, то, что я сказал, рождение свыше. Но когда сходит Дух Святой, это так как облекаешься в Божью силу. Смотрите, давайте откроем Луки. Луки я говорил, да? Чуть-чуть там, Алена, чуть-чуть вперед сделай. Луки, 24 глава, 49 стих. Луки 24, 49. Смотрите, Иисус говорит, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Облечься – это значит что-то одеть на себя. Это как одежда. Аминь. То есть, когда Дух Святой сходит на вас, это как облечение силой. Это как облечение в какую-то одежду. На самом деле мы облекаемся в Духа Святого как силу и власть. Аминь. В первый раз мы рождаемся свыше. Там нельзя сказать, что ты облегся силой и властью. Ты родился свыше. Жизнь Божья появилась внутри тебя. Но когда ты крестишься Духом Святым, Дух Святой сходит на тебя. Смотрите, есть внутреннее, есть внешнее. Аминь, понятно, да? То есть первый раз мы рождаемся свыше, это что-то внутреннее. Но когда мы облекаемся Духом Святым, когда мы крестимся Духом Святым, мы как бы одеваемся, и это что-то внешнее. И это означает силу, в основном это означает силу и власть. Аминь. Поэтому Иисус говорил, до тех пор, пока вы не облечетесь в эту силу, вы не надо вам проповедовать. Вы облекитесь в силу Божью и власть Божью. Вот тогда вы будете проповедовать. Это как Петр. Он родился свыше, когда Иисус пришел к ним и сказал, примите Духа Святого. Помните, когда Он воскрес, Он пришел к ученикам своим, и Он дунул на них и сказал, примите Духа Святого. В этот момент Дух Святой вошел в них как жизнь. Аминь. И Дух Божий есть Дух животворящий, и это важнейшее просто. Но Петр в день Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой, как языки огненные, помните, да? Они облеклись силою. И Петр встал и проповедовал там смело, как Иисус.
Аминь. Это как второй Иисус. Аминь. Силою и властью. Аминь. Здорово. То есть мы имеем Духа Святого как жизнь внутри, внутренно, и мы имеем Духа Святого на нас внешним образом, как сила и власть. Слава Богу. Давайте посмотрим Иоанна 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того сказано, как в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен». Слава Господу! Аллилуйя! Смотрите, когда Иисус ходил с учениками, тут написано, Духа Святого не было. Странно как-то звучит немножко, как это не было? Был же вроде Дух, с Иисусом же был как бы Дух Святой. Но тут имеется в виду, что до тех пор, пока Иисус не прославится, не воскреснет, то Дух Святой не сойдет на них как и жизнь, как сила. Но когда Иисус воскрес, когда Иисус был прославлен, Дух Святой сошел на них. Аллилуйя! Слава Господу! 1 Коринфянам 15:45. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть Дух животворящий. Слава Господу! Сегодня праздник Духа Святого. Аллилуйя! Я так радуюсь, что есть Дух Святой. Он есть Дух животворящий. Он тот, кто все, куда Он приходит жизнь. Он все оживотворяет. Знаете, песни, я иногда удивляюсь, песни, прославление, например, да? И в какой-то момент они так классно звучат прямо вот так сильно вообще. Здорово. А потом в какой-то момент обычная песня, да песня. А потом в какой-то момент опять ты прям проникаешь, и у тебя даже слезы идут. И потом я задумал, это же Дух Святой. Когда Он приходит, Он оживляет все оживает. Аминь. И не только песни, но и вообще, когда Бог призвал, чтобы мы вообще ходили с Духом Святым постоянно, ходили в Духе постоянно, жили по Духу. В этом ключ вообще христианской жизни. Христианская жизнь — это не свод правил каких-то, это жить по Духу. Водительство Духа Святого должно быть. Дух Святой должен водить нас. И написано, что законы, они уже не написаны. Я напишу их на скрижалях сердец. И эти законы, они уже живые, здесь живым образом. Что-то внутри тебя говорит, вот сейчас туда иди, сейчас туда не иди. Иногда тут красный свет горит, стоп. А иногда, наоборот, зеленый свет горит внутри, и ты идешь тогда. И вот оно, водительство Духа Святого. И уже дети Божии как узнаются? То, что они водятся Духом Святым. Аминь. И это не значит, что ты не ошибаешься. Ты ошибаешься. И я много ошибаюсь. Но Дух Святой, тот, кто постоянно нас корректирует. И даже если ты ошибешься, Он тебя подкорректирует, и ты опять пойдешь правильной дорогой. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Он водит меня к водам тихим. Он меня постоянно, получается, ведет. И мы должны быть водимыми Духом Божьим. Не пытайся быть хорошим христианином. Будь водим Духом Божьим. Будь водим Духом, который живет в твоем духе. Знаете, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Богом. Наш Дух и Дух Святой, они соединились. И теперь это не два Духа, один Дух. Написано «один Дух». Так что, если ты сумеешь коснуться своего Духа, сумеешь почувствовать своего Духа, это ты почувствовал, равно ты почувствовал Духа Святого. Потому что в твоем Духе живет Дух Святой. И помышление духовное — суть жизнь и мир.
наш разум должен быть постоянно направлен к нашему духу. Ты должен постоянно, так, Господь, что ты хочешь, что есть в моем духе. Аминь. И наш дух, он царь. А наш разум, он слуга должен стать. Вот где начинается вот эта вот наша борьба внутренняя. Когда или я в своем разуме царь, на престоле сижу, или царь мой дух. Ты должен сойти с престола. Не надо умерщвлять свое «я». Что ты его мучаешь, свое «я»? Ты просто сойди с престола, да и все. Пусть царем станет Бог, который живет в твоем духе. Знаете, престол Божий сейчас в нашем духе. И от этого престола есть великая глава вообще в Библии, я считаю, одной из величайших глав, это Иезекииля 38 главе, там, где есть храм, откуда течет река жизни. Это прообраз вот настоящего христианина. Ты храм. Скажите, я храм. Я храм Божий. В моем духе престол Божий. И из-под храма, то есть из меня, течет река жизни. Из чрева потекут реки воды живой. Смотрите, это ваш дух, там, где живет Дух Святой, там живет Бог, и оттуда течет река жизни. И эта река течет из-под храма, и куда вошла эта река, там все оживает. Это храм, это прообраз тебя и меня. Раньше мы были неверующими, никакой реки жизни не было, но сейчас есть река жизни, которая течет из твоего духа. И благословение Авраамова, оно распространяется через тебя. И река жизни, она течет из-под престола Божьего, от тебя. Аминь. И в основном это происходит через твои уста. Когда ты начинаешь проповедовать, когда ты начинаешь свидетельствовать своим родным, близким, в этот момент река жизни, она начинает течь в сердце человека. И если человек в этот момент открытый, он просто спасается. Жизнь входит туда. Аллилуйя! Слава Господу! Чуть-чуть хочу сказать, пример привести. Знаете, когда сходит Дух Святой, мы облекаемся властью. Власть — это нечто отличное от жизни. Власть всегда подразумевает силу, да? Но власть, она выше, чем сила. Это как полицейский стоит на дороге, да, и едет мощный грузовик, 30-тонный, 20-тонный грузовик, на большой скорости едет. Сила там, ой-ой-ой, страшная сила. Но полицейский что делать? Так слегка, хоп, хоп, в палочку, хоп, стой. И 20-тонный грузовик, мощный, на большой скорости, вдруг и останавливается перед палочкой. Вот что такое власть. Понимаете, да? А Бог дал каждому из нас власть. Да, в нас нету, у полицейского нету силы там никакой. Но сила подразумевает, что вот за этой палочкой стоит сила. Причем сила всего государства, так скажем, которое наделяет властью полицейского. И у нас то же самое. Можно сказать, что дьявол, он имеет вот страшную силу. И да, дьявол, он бесчинствует в этом мире. Но мы имеем палочку, мы имеем власть. И за нами стоит сам Господь Бог. Аминь. И Дух Святой наделил нас этой силой и властью. Сила Духа Святого и власть, которую Он нам дал. Поэтому начинайте применять. Начинайте применять и провозглашать, приказывать. Да, Иисус, что Он говорил? «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, да? На всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Так что не бойтесь наступать на змей и скорпионов».
Слава Господу! Слава Богу! Смотрите, Иисус, Он, чтобы пришла вот эта Пятидесятница, как вы думаете, Иисус заплатил цену? Большую цену Он заплатил. Он 3,5 года проповедовал, и в конце концов Он конфронтировал там, с религиозной системой, с бесами, там, с дьяволом. И потом он умер и на кресте. И благодаря этому мы теперь имеем спасение и все благословение Авраамова. Смотрите, и мы начали, знаете, молитвенные собрания как бы в новом формате, что ли. Я просто добро пожаловать на молитву. Добро пожаловать на молитву. Кто-то сказал, количество церкви определяется не тем, кто здесь на общем собрании, но по количеству тех, кто на молитвенном собрании. И слава Богу, чудесно, в этот раз было нас 13 человек было, я посчитал. Слава Господу, все больше и больше. Но я вас увещеваю, просто ободряю, приходите на молитвенное собрание. Молитва — это мотор, это то, что сущность церкви, так скажем. Без молитвы собрания будут пустыми. Да, может быть, красиво будет все выглядеть, но не знаю, вот этот вес, что ли, да? Вес присутствия Божьего. Знаете, когда-то пришел, помните, в Данииле, да? Там царь был, Дарий, кажется. И тогда рука начала писать на стене. И он сказал, ты был вешен на весах и оказался легким очень. Легкий твой вес. Ныне же твое царство, оно как бы вот все убирается. И как вы думаете, вес, духовный что ли вес, в чем измеряется? Я верю, духовный вес измеряется тем, насколько человек пребывает в молитве. Приходите на молитву. Если вы не умеете молиться, вместе будем учиться. Я не скажу, что я тоже эксперт там в молитве, но я стараюсь молиться. И вы тоже приходите. И хорошо, когда 5 человек молятся. Это здорово. 2 или 3, там уже Господь. Но сила умножается. Сила церкви, я верю, она измеряется количеством молитвы, которые производит церковь. 5 человек хорошо, они прогонят там 1000. Но когда нас 10, 20, 30, 100 человек, если мы все придем, будет намного сильнее. Намного сильнее. Мы хотим пробуждения. Вы хотите пробуждения? Мое сердце просто, Господь, я хочу пробуждения в нашей стране, в нашей, Господь, республике. Но тогда нужно заплатить цену молитвенную. Мы должны молиться. И эта цена на молитвенная, я верю. И в каком-то смысле молитвенное собрание, оно важнее, чем вот такие общие собрания. Молитва — это энергия церкви. Молитва — это вес церкви. Если молитвы мало, то церковь — это легковесная просто. Но когда молитвы много, знаете, мы имеем авторитет тогда в духовном мире. И бесы, они будут трепещать. И нельзя сделать один, мы не можем бороться с какими-то такими глобальными вещами, как там пробуждение в городе. Это должна делать церковь. Это мы все совокупно вместе, как тело Иисуса Христа. Один в поле не воин. Да, хорошо, ты имеешь молитву дома, ты говоришь, я дома молюсь. Хорошо, слава Господу. Чудесно. Но, когда мы вместе, это намного сильнее, намного мощнее, богаче, чем твоя собственная молитвенная жизнь. Аминь. Поэтому я предлагаю, просто увещеваю, ободряю, приходите на молитву по пятницам. Пятницу обычно в 7 часов.
Но если бы выходные дни, мы делаем 6 часов. Поэтому каждая пятница, скажите, каждая пятница 7 часов. Добро пожаловать. Пусть Господь вас благословит. Слава Господу.